Василия. Внучатая племянница Самсонова Вера Васильевна. Ну и Сильвестр. Мне вроде сказали все. Да. Очень благодарю вас, что пришли, что присутствовали на этом торжественном собрании. Все-таки он является героем земли, якутской земли, земли Алан-Фон. Также он является непосредственно первым героем, который родился, вырос и ушел на фронт именно земли Якутии. Потому что все, которые получали героя, они жили на территории Якутии, но были, как говорится, пришли только. А именно он истинный герой земли Алан-Фон. И разрешите, это слово сказала Надюк Елена Владимировна. Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада вас видеть, и я очень рада находиться в этот день сегодня с вами. Я внучка Василия, это родной брат нашего героя Владимира Логинова. Хочу немножко рассказать о своем дедушке. Он родился в Якутии, как он написал в своих воспоминаниях, всего на 2 года он был старше Владимира, мы вместе росли, вместе играли, спали на одной кровати, в общем, делили радости и горести своей детской, а потом подростковой жизни. А дед начал работать в 16 лет, когда еще не закончил школу, и потом поступил в техникум якутский и стал охотоведом. Все это время он работал, трудился и получил бесценный опыт. И к своим 24 годам он написал книгу «Брошюру», в которой рассказывалось о технологиях того времени, передавался опыт. И в 25 лет он уже занял руководящую должность. Ему это было доверено. И когда наступила война, конечно, всех забрали на фронт. И в том числе хотел, конечно, мой дедушка тоже пойти защищать свою родину. Но было принято решение его оставить, потому что он был человек ответственный, незаурядный. И нужно было сохранить, стабилизировать экономическое положение в республике. Нужно было очень много передавать на фронт. Это было и рыбы, и мясо, и нужно было добывать пушнину, потому что это мягкая валюта, чтобы просто поддерживать Красную армию. В годы войны мой дед и его 2 товарища вложили свои собственные средства и тем самым воодушевили других трудящихся вложить тоже средства. Это было для создания фонда на то, чтобы организовать танковую колонну, которая называлась бы «Советская Якутия», и помочь фронту, за что он потом получил личную благодарность Сталина. И когда исполнилось моему деду 31 год, уже война закончилась, было принято решение его перевести на Сахалин. В то время Сахалин был в совершенно упадническом состоянии, и можно сказать, что промышленность была совершенно на нуле, и ему нужно было просто поднимать эту промышленность. И он туда отправился с моей бабушкой, где впоследствии родилась я на Сахалине. Он поднимал промышленность, трудился и был очень уважаемым человеком, но при этом оставался простым, открытым, человеколюбивым, вот таким вот человеком. Я рада, что я потомок таких великих людей, потому что в нашем роду есть священники, люди, которые любили Бога, любили людей, ближних своих, любили свою землю. Есть герой Советского Союза, в честь которого мы сегодня собрались, и для нас это большая радость. И
есть мой дедушка, человек, который работал в тылу, который был героем тыла. И родился он на Пяскеле, у меня есть свидетельство его рождения, оригинал. И я очень счастлива быть с вами, потому что для меня находиться здесь, на этой земле, это большое благословение и желание огромное. И я хочу выразить большущую благодарность, искреннюю, от самого сердца Министерству по делам молодежи, моим родственникам, вот благодаря которым я сегодня нахожусь с вами. Приехала я из Москвы, проживаю в Московской области, а работаю в городе Москве. Вот, спасибо вам большое, и хочу еще сказать одну фразу, которую я постаралась запомнить. Из Чиракитен Маханави. Вас поздравляет артист Государственной филармонии имени Галины Кривошапко Дмитрий Келлер. Дорогие друзья, на этом торжественное собрание общественности, посвященное столетию со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Денисовича Лотникова, завершается. Приглашаем всех на общее фотографирование.